На сегодняшний день в Центре занятости населения города зарегистрировано 366 человек. Уровень безработицы составляет 0,98%. По сравнению с прошлым годом уровень неработающего населения вырос на 0,38%. В течение года при содействии Центра занятости были устроены на работу более 500 подростков. Среди них и те, кто стоит на профилактическом учете. В минувшем году была оказана помощь и в трудоустройстве 8 людям с ограниченными возможностями здоровья. Также активно в течение года поддерживались выпускники учреждений начального и среднего профессионального и высшего образования. Для молодежи были организованы 6 специальных ярмарок вакансий. Между тем, в городе наибольший дефицит с кадрами испытывает Центральная городская больница. На сегодняшний день в Центре занятости населения зарегистрировано 1115 вакансий. Большая часть из них представлена для работы за пределами города. К сожалению, не все работодатели города уведомляют Центры занятости об имеющихся у них свободных мест. В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации о занятости населения, все работодатели, независимо от форм собственности, обязаны ежемесячно до 5 числа предоставлять нам информацию о наличии или об отсутствии вакантных рабочих мест. Центр занятости населения имеет возможность направить на профессиональное обучение граждан, состоящих на учете по безработице. Их профессиональное обучение проводится по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда. Центр занятости населения имеет возможность направить на профессиональное обучение граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения и имеющих статус безработного, если гражданин вовсе не имеет квалификации, или же невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой квалификации, или же им утрачена способность к выполнению работы, или же ему необходимо повысить свою квалификацию. Следует отметить, что служба занятости города идет навстречу ко всем обратившимся гражданам и старается всячески оказать содействие в их трудоустройстве. Луиза Мустафина, Альфия Янчурина, Дамир Хайбулин, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.